Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – ключевые концепции глубоких нейронных сетей. Глубокая нейронная сеть представляет собой сложную программу, состоящую из большого количества внутренних слоев с настраиваемыми параметрами, весовыми коэффициентами искусственных нейронов, составляющих каждый слой сети. На первый входной слой сеть принимает вектор признаков, описывающих объект, данные в виде сигналов. На внутренних слоях происходит их обработка, входной вектор умножается на матрицу связей, и сформированный таким образом вектор новых признаков передается в следующий слой. Результат обработки сигнала отправляется на выходной слой сети. Глубинное обучение не только может дать результат там, где другие методы не сработают, но и позволяет построить более точную модель или же сократить время на ее создание. Теоретические основы. Концепция глубокого обучения впервые появилась в 2006 году как новая область исследований в машинном обучении. Вначале оно было известно как иерархическое обучение, и, как правило, оно включало в себя множество областей исследований, связанных с распознаванием образов. Глубокое обучение в основном принимает в расчет два ключевых фактора – нелинейная обработка в нескольких слоях или стадиях и обучение под наблюдением или без него. Нелинейная обработка в нескольких слоях относится к алгоритму, в котором текущий слой принимает в качестве входных данных выходные данные предыдущего слоя. Иерархия устанавливается между слоями, чтобы упорядочить важность данных, полезность которых следует установить. С другой стороны, контролируемое и неконтролируемое обучение связано с меткой классов целей. Ее присутствие подразумевает контролируемую систему, а отсутствие – неконтролируемую. Глубокие нейронные сети могут решать самые сложные задачи, но требуют значительных вычислительных мощностей и больших объемов данных. Глубинное обучение – форма машинного обучения, которая предусматривает извлечение или моделирование признаков данных с использованием сложных многослойных фильтров. Поскольку глубинное обучение является весьма общим способом моделирования, оно способно решать сложные задачи, такие как компьютерное зрение и обработка естественного языка. Этот подход существенно отличен и от традиционного программирования, и от других методов машинного обучения. Глубинное обучение не только может дать результат там, где другие методы не сработают, но и позволяет построить более точную модель или же сократить время на ее создание. Расплачиваться же за это приходится еще большими вычислительными мощностями. Еще одним недостатком глубинного обучения является сложность интерпретации получаемых моделей. Определяющая характеристика глубинного обучения – это наличие более одного слоя между входом и выходом. Обычно, говоря о глубинном обучении, подразумевают использование глубоких нейронных сетей. Есть, однако, несколько алгоритмов, которые реализуют глубинное обучение, используя иные типы слоев. Ну и глубинное обучение против машинного обучения. Следуя сложившейся традиции, будем называть отличие от глубинного обучения классическим машинным обучением. В общем случае алгоритмы классического обучения работают намного быстрее алгоритмов глубинного обучения. Одного или нескольких процессоров будет достаточно для обучения классической модели. Для моделей глубинного обучения обычно требуются аппаратные ускорители. Это графические процессоры, тензорные процессоры, программируемые логические матрицы. Без них создание модели может занимать месяцы. Для многих задач находится классический алгоритм машинного обучения, который дает достаточно хорошую модель. Но для ряда задач классические алгоритмы машинного обучения работают не очень хорошо. Приложения для глубинного обучения.
Есть много задач, где для создания лучших моделей требуется именно глубинное обучение. Обработка естественного языка – одна из них. Осенью 2016 года качество перевода Google Translate для англо-французских, англо-китайских и англо-японских языковых пар внезапно резко улучшилось. Бессвязные фразы подстрочника заменили предложения, близких по качеству к профессиональному переводчику. Что произошло? Команды Google Brain и Google Translate обновили систему. От использования прежних алгоритмов статистического машинного перевода на основе фраз, один из видов классического машинного обучения, перешли к использованию глубокой нейронной сети, обученной с использованием библиотеки Google TensorFlow. Это был непростой проект. Большой группе исследователей, включая значительное число обладателей ученых степеней, потребовались месяцы работы над моделями и тысячи недель вычислений на GPU для их обучения. Это даже подтолкнуло Google к созданию процессорной архитектуры нового типа – тензорного процессора Tensor Processing Unit, на которой бы работали нейронные сети масштаба соразмерного Google Translate. Сегодня лучшие модели глубокой классификации изображений способны распознавать различные цветные изображения в качестве HD. В дополнение к чистым глубоким нейронным сетям иногда используют гибридные модели зрения, которые сочетают глубинное обучение с классическими алгоритмами машинного обучения, которые выполняют конкретные подзадачи. Помимо задачи базовой классификации изображений, которая была решена с помощью глубинного обучения, есть и другие задачи, связанные со зрением. Классификация изображений с локализацией, обнаружение объектов, сегментация изображений, передача стиля изображения, раскрашивание и реконструкция изображения, рендеринг. Классификация изображений может быть расширена до классификации видео путем извлечения отдельных кадров из видео и классификации каждого кадра. Обнаруженные объекты в видеоклипах можно отслеживать от кадра к кадру. В книге Deep Learning Яна Гудфеллоу, Йошуа Бенджо и Аарона Курвеля, написанной в 2016 году, приведены примеры того, как глубинное обучение успешно используется для прогнозирования взаимодействия молекул, чтобы помочь фармацевтическим компаниям разрабатывать новые лекарства, искать субатомные частицы и автоматически анализировать изображения микроскопа, используемые для построения трехмерной карты человеческого мозга. Нейронные сети. Идеи искусственных нейронных сетей восходят к 40-м годам 20 века. Базовая концепция заключается в том, что сеть искусственных нейронов, построенных из взаимосвязанных пороговых переключателей, может научиться распознавать паттерны так же, как это делает мозг и нервная система животных, в частности, сетчатка глаза. Обучение в глубоких нейронных сетях происходит путем закрепления связи между двумя нейронами, когда оба они одновременно активны во время обучения. В современном программном обеспечении нейросетей это чаще всего реализуется путем увеличения значений веса связи между нейронами, используя правило, называемое обратным распространением ошибки. Как моделируются нейроны? Каждый из них имеет функцию распространения, которая преобразует выходы связанных нейронов. Выход функции распространения переходит в функцию активации, которая срабатывает, когда ее вход превышает пороговое значение. В 40-х-50-х годах прошлого века искусственные нейроны использовали функцию ступенчатой активации и назывались перцептронами. Про современные нейронные сети можно сказать, что они используют перцептроны, но на самом деле они используют гладкие функции активации, такие как логистическая функция или сигмоида, гиперболический тангенс и линейный выпрямитель.
Выходные значения функции активации могут передавать выходной функции с целью дополнительных преобразований. Однако часто выходной функцией является функция идентичности. Это означает, что выходной сигнал функции активации передается нижестоящим соединенным нейронам. Топологии нейронных сетей. В сети прямой связи нейроны организованы в отдельные слои. Один входной слой, любое количество скрытых слоев обработки и один выходной слой, а выходы из каждого слоя идут только на следующий слой. В сети прямой связи с короткими соединениями некоторые соединения могут перепрыгивать через один или несколько промежуточных уровней. В рекуррентных нейронных сетях нейроны могут влиять сами на себя, прямо или косвенно, через следующий слой. Обучение. Контролируемое обучение нейронной сети выполняется так же, как и любое машинное обучение. Берут сеть с группами обучающих данных, сравнивают выход сети с желаемым выходом, формируют вектор ошибок и применяют поправки к сети, основываясь на векторе ошибок. Пакеты обучающих данных, которые пропускаются через сеть совместно перед применением поправок, называют эпохами. Backprop использует градиент функции ошибки или стоимости относительно весов и смещений модели, чтобы обнаружить правильное направление для минимизации ошибки. Применением поправок управляют алгоритм оптимизации и переменная скорость обучения, которая обычно должна быть небольшой, чтобы гарантировать сходимость, а функция ReLU не вызывала отмирания нейронов. Оптимизаторы. Оптимизаторы для нейронных сетей используют некоторую форму алгоритма градиентного спуска, чтобы управлять обратным распространением. При этом часто задействуется механизм, который помогает избежать застревания в локальных минимумах, таких как оптимизация случайно выбранных мини-партий, стохастический градиентный спуск и применение поправок импульса к градиенту. Некоторые алгоритмы оптимизации также адаптируют скорость обучения параметров модели, глядя на историю градиентов. Как и в любом машинном обучении, нужно проверить предсказания нейронной сети по отдельному набору данных проверки. Без этого есть риск создать нейронные сети, которые просто запоминают свои входные данные вместо того, чтобы учиться делать предсказания. Реальные глубокие нейронные сети. Глубокая нейронная сеть для реальной задачи может иметь более 10 скрытых слоев. Его топология может быть простой или довольно сложной. Чем больше слоев сети, тем больше характеристик она может распознать. Однако, чем больше слоев сети, тем больше времени потребуется для расчета, и тем сложнее будет обучение. Алгоритмы глубинного обучения. Как говорилось выше, наиболее глубинное обучение осуществляется с помощью глубоких нейронных сетей. Сверточные нейронные сети часто используются для компьютерного зрения. Рекуррентные нейронные сети часто используются в задачах естественного языка и для обработки других последовательностей, как и сети с долгой краткосрочной памятью, и нейронные сети с механизмом внимания. Сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные сети обычно используют сверточные слои, слои объединения, ReLU слои, полностью связанные и потерянные слои для имитации зрительной коры. Сверточный слой в основном считает интегралы многих небольших перекрывающихся областей. Слой объединения выполняет какую-то форму нелинейной понижающей дискретизации. Слои ReLU применяют функции активации. Fx равняется max. В полностью связанном слое нейроны имеют связи со всеми активациями в предыдущем слое.
Уровень потерь вычисляет, как сетевое обучение исправляет отклонения между предсказанными и истинными метками, используя функцию softmax или функцию потерь перекрестной энтропии для классификации или эвклидову функцию потерь для регрессии. RNN, LSTM и нейронные сети с механизмом внимания. В нейронных сетях прямой связи информация течет от входа через скрытые слои к выходу. Это ограничивает сеть в обращении к каждому отдельному состоянию за раз. В рекуррентных нейронных сетях информация проходит через цикл, что позволяет сети запоминать прошлые выходы. Это дает возможность проводить анализ последовательностей и временных рядов. Сеть с долгой краткосрочной памятью способна забывать предыдущую информацию или запоминать ее. LSTM может работать с последовательностями из сотен прошлых входов. Модули внимания – это обобщенные элементы, которые применяют веса к вектору входов. Иерархический нейронный кодировщик внимания использует несколько уровней модулей внимания для работы с десятками тысяч прошлых входов. Фреймворки для глубинного обучения. Писать программы глубинного обучения можно и с нуля, но гораздо эффективнее использовать фреймворки глубинного обучения, особенно учитывая, что они оптимизированы для использования с графическими процессорами и другими ускорителями. Вероятно, лучшим фреймворком является Google TensorFlow. Предпочтительный высокоуровневый API для TensorFlow Keras. Его также можно использовать с другими серверными фреймворками. PyTorch, созданный в Facebook при участии ряда других организаций, являющийся хорошей альтернативой TensorFlow, выделяется поддержкой динамических нейронных сетей, в которых топология сети может меняться от эпохи к эпохе. FastAI – это высокоуровневый сторонний API, который использует PyTorch в качестве серверного приложения. Amazon MXNet является еще одной хорошей альтернативой TensorFlow с претензией на лучшую масштабируемость. Gluon является предпочтительным высокоуровневым императивным API для MXNet. Chainer разработки IBM и Intel послужил в некотором роде источником вдохновения для PyTorch, учитывая, что он определяет нейронную сеть путем запуска и поддерживает динамические нейронные сети. Все упомянутые фреймворки в основном для Python, а Deep Learning 4J, первоначально созданный SkyMind, а теперь являющийся проектом Apache, в первую очередь для Java и Scala. DL4J совместим с Apache Spark и Hadoop. ONNX первоначально был предложен в качестве открытой экосистемы для взаимозаменяемых моделей искусственного интеллекта, а сейчас вдобавок имеет и исполняющую среду. NVIDIA TensorRT – еще одна среда исполнения для моделей искусственного интеллекта, в частности для использования графических процессоров NVIDIA. ONNX может использовать TensorRT в качестве плагина. Трансферное обучение. Трансферное обучение – это процесс приспособления модели, обученной на одном наборе данных, к другому набору данных. Трансферное обучение намного быстрее обучения с нуля и требует гораздо меньше данных. Google Cloud Auto ML реализует глубинное трансферное обучение для задач компьютерного зрения, компьютерного перевода и обработки естественного языка. Платформа машинного обучения Microsoft Azure предлагает аналогичные сервисы. Распределенная обработка для систем глубинного обучения. В TensorFlow имеет собственный встроенный способ координации фабрики серверов, задействованных в распределенном обучении. Более общим подходом является использование OpenMPI. Хоровод, созданная в Uber распределенная обучающая среда для TensorFlow, Keras и PyTorch, использует OpenMPI, а также NVIDIA NCCL.
Эффективность масштабирования обеспечиваемого хоровод достигает в зависимости от модели 90%. Ну и заключение. Глубокое обучение – это набор алгоритмов машинного обучения, которые моделируют абстракции высокого уровня в данных с использованием архитектур, состоящих из нескольких нелинейных преобразований. Технология глубокого обучения основана на искусственных нейронных сетях. Эти ИНС получают алгоритмы обучения и постоянно растущие объемы данных для повышения эффективности процессов обучения. Чем больше объем данных, тем эффективнее этот процесс. Процесс обучения называется глубоким, потому что со временем нейронная сеть покрывает все большее количество уровней. Чем глубже эта сеть проникает, тем выше ее производительность. И на этом у меня пока все. Увидимся на следующих уроках. Спасибо за внимание.